можете, да? Или Ага. можете Ну сейчас все, все. Ага. И зал ожидания можете потом посмотреть или обратно меня сделаете организатором. А тут можно несколько администраторов сделать, нет? По-моему, можно. Да? Так. Я не знаю сам как. Я в зуме тут первый раз сидим. Впервые включили Zoom. Там, где, вот, ага, там, где я, можете этот, стрелку. А вот тут участники ожидания, еще вот. участники. Нюргун, Якимов Кирилл и Вика какая-то. Так. Принять всех, да? Принимать всех, да? Да, всех принимайте. Мгм. Так. Запись. Вот еще зашли. Мгм. Вроде бы точно запись идет. Да. Да, Идет. запись идет. Все, точно проверил на всякий случай. Мгм. Можете там, там, где участники, периодически, нажимать и смотреть. Осматривать, ага. Да. Мы окно сейчас отдельно как-нибудь поставим. Сейчас. Вот так вот. Мгм. Мгм. Давайте еще 3 минутки подождем, да, может? Мгм. Можете пока познакомиться с нами. Ага, ребята, может, подключатся и скажут, откуда они подключились. Давайте начнем с этого. Мгм. Ну, Ребята, нас слышно, да? Да? Ага, хорошо. Слышно все хорошо. Если пока заявок нету, можем начинать, наверное. Так, сейчас вот еще один человек М, зашел. Получается 15 участников. Ага. Ты что-то Общего компьютера, их может быть еще несколько. ну все, начинаем, да? Ага, да, давайте. Давайте начинаем. Всем еще раз добрый день. Добрый Меня день. зовут Айталина, Алексей. Нас пригласили, чтобы мы рассказали о нашем, как сказать, О наших авторских турах, фототурах. чем мы Куда мы ездили, занимаемся, как начали. Примерно. что мы посетили и как вообще все это происходило. Нашу организацию, нашу зовут Soul Trip Якутия. Некоторые, может быть, слышали в Инстаграме, мы занимаемся авторскими фототурами. То есть при организации туров у нас есть фотограф, который фотографирует. Давайте.
Вот. Ну, как поняли, меня зовут Айталина, мне 23 года. Я работала... Здравствуйте. О, здравствуйте. Ой, еще. Извиняйте. Я занималась СММ, вела страницу в Инстаграме. Алексей у нас фотограф, свадебный фотограф в основном. Ну и помимо этого видео занимались еще тоже. Ну это основная как бы профессия, грубо говоря. Вот. После нашего, ну как мы сошлись, да? Ну как познакомились, да, общие интересы Да, общие нашли. интересы, в общем, у нас общие точки соприкосновения были именно интерес к путешествиям, во всяких этих авантюрах, приключениях. Вот буквально можно сказать, как мы познакомились, мы сразу же рванули на Ленские столбы поехали. Сделали там себе фоточки, отфоткали. Вот, это мы на фотографиях. Ставили на таймер, да. Костюмов купили. Да. Вот. Там мы еще больше друг с другом познакомились, узнали друг о друге, можно сказать. И спустя некоторое время нас уже ждал Таиланд. Вот тут уже первый опыт в плане видео снимал. Тут отдельный клип снял, как мы съездили. Получается, там фоточек наделал для практики все больше. И... Ну и как организатор тоже Леша там составлял нам маршруты. Ага, ну я уже до этого локации. в Таиланде, получается, был, и все места, основные там точки интереса я уже знал, и я, грубо говоря, как гид ходил. Да, у нас был вот такой вот активный отдых. Да, мы да, просто мы так не на месте не сидели. В день вообще по несколько точек посещали, отдыхали таким образом. И потом у нас что? Ну и по Москве тоже прогулялись. У нас вместе впервые полетели в Москву. Тоже вдохновились, атмосферой прониклись. И потом у нас, ну это уже где-то в конце года было. Это уже, да. Ага. И мы вот решили в начале января 2020 года. Ну вот как у нас свой трип создался, да? Ну и как у нас было? Мы просто загорелись желанием, куда бы нам еще поехать. Новый год только настал, сейчас уже январь месяц, и мы хотели посетить именно Байкал. Байкалом мы давно уже увлекались, смотрели, вот решили, давай сейчас, прям скоро уже, давай ехать на Байкал. Также мы, все это у нас в голове, вот это все образовалось. И получается, вообще мы планировали просто поехать с друзьями изначально. Даже никого как бы не звать там и так далее, именно как бы туристов. И чисто со знакомыми друзьями собрать единомышленников, попутчиков, грубо говоря, и все. А потом мы встретились с другом, который должен был поехать на машине своей. Ну, мы как бы его пассажиры, он водителем был, получается. Да. Мы договорились, все, вот, получается. И он нам еще подкинул идею, чтобы, типа, а почему бы не собрать народ и, грубо говоря, там за бензин, там за расходы первый раз поехать и сделать как бы экскурсию, грубо говоря. А до этого мы уже с этим человеком ездили на Байкал, поэтому у меня уже какое-то понятие, представление, да. Я уже знал точки интереса там какие-то, и уже как бы с этим намного проще было, чем ехать в первый раз, не зная ничего. Поэтому... Ой, это что такое? Ну вот, мы определились с локациями, какие места мы будем посещать, где будем именно базироваться на Байкале, где жить будем, экскурсии, где платить деньги будем, а где не будем платить. Вот общий маршрут построили. Сначала где останавливаемся, потом где отдыхаем, где гуляем. Проезд вот полностью сделали на карте, прорисовались, километраж, все остальное. И, конечно же, в конце определили, сколько у нас расходов выйдет в общем. Итак, мы определили, что
будем ставить ценник 35 тысяч. Это у нас минимальный ценник, который просто закрывал все расходы для путешествия. С каждого человека по 35, ну вот включая вот эти вот все данные из списка. Ну, нам еще пришлось для первого раза, так как у нас своей машины не было, с этим было проблемно, да и, во-первых, дорого. И поэтому мы искали в Инстаграме людей, получается, типа вот, например, мы ищем водителя, и этот водитель может с нами поехать полностью бесплатно, мы за него там бензин закрываем, ну, все его расходы, кроме еды, бензин, получается. гостиница, экскурсия, для него все бесплатно, Ага, зато но... он видит качество водителя. Да. А до Байкала ехать не близко, это дней 2-3. Ну, 2 дня это если прям без остановок нормально ехать. Ага, но вот на таких условиях, в принципе, мы нашли 3 водителей, они согласились, и мы поехали уже. Ага, так, и уже... Вот идея, кстати, Да. она зародилась очень внезапно. Мы, то есть, за одну ночь все да, разработали. просто лежали на кровати, мечтали, тут решили поехать на Байкал, резко встали с кровати, начали вот это все расписывать. Вот генерация здесь у нас просто перла бешеным темпом. Позвонили другу, он согласился. Это было в 6 утра, позвонили другу, который у нас такой активный, легкий на подъем. Сразу же согласился. Мы вот еще более детально просмотрели нашу всю программу, внесли некоторые изменения и селись уже за создание логотипа. То есть мы создали 2-ю страницу Инстаграма, вот. Это был именно в тот момент, когда мы решили, что мы хотим заниматься туризмом, хотим других людей как бы, возить, да, и направлять, и все в таком темпе. Вот. Как у нас сейчас выглядит страница Soul Trip? Посмотрите, пожалуйста, там, где вот участники пишут, что ждут, когда подключат. Может, заявки есть? Нету заявок. Нет, в зале ожидания нету. Нету. Участники сейчас. Так. Да, вроде нету. Нету. В ту же ночь, получается, с раннего утра мы начали вот наш логотип, который перед вами, вот его мы создали быстренько, и решили, что нам нужно запускать на таргет нашу рекламу, то есть собирать наших единомышленников, попутчиков, людей, которые готовы будут с нами сорваться, взять и поехать, можно сказать, безопытными, да, людьми, просто как попутчиками поехать с нами на Байкал. Но это как раз-таки первая поездка была очень сложная в плане того, что это была какая-никакая ответственность, во-первых, была, и мы ребятам объяснили то, что мы едем официально, грубо говоря, ну как официально, собрали вот людей в первый раз, поэтому если что, как бы претензий, пожалуйста, не имеем. Ну и вот, и мы объяснили людям, что мы до этого, в принципе, на Байкале были, знаем места, и вот, и как-то народ попался такой классный, в принципе, хотя у нас были заминки с дорогой были, с машинами были проблемы, с гостиницами были проблемы, но... Да, в первый раз, первый блин, кому как бы. Да, но, во-первых, мы первую ошибку совершили в плане того, что нормально не посмотрели гостиницы. То есть по факту было одно, ну, на фотографии, например, нормальный номер, а мы приезжали, а в итоге там оказывалось не то, что на фото. И надо к гостиницам присматриваться очень хорошо, смотреть нормальные отзывы. Ага. Вот эти вот моменты надо очень серьезно, потому что если турист рассчитывает на нормальный номер, приезжает, а по факту там какая-то... Не то, что на картинке, да, это очень разочаровывает. какая-то лачуга, и это будет довольно-таки неприятно. Тем более с такой долгой дорогой человек хочет отдохнуть. Ага. Так, ну вот, получается, это уже наши первые снимки. Уже, когда мы впервые да, первый раз уже поехали. Ага. Байкал. У нас помимо Байкала еще
мы, получается, заезжали в Бурятию, в Тунтинский район, там поселок Аршан, там, где вот с замечательными видами, с горами там. Также вот у нас мраморный еще, карьер. да, помимо этого мраморный карьер был, мы поднимались на горы и ездили в горячие источники. В принципе, у нас программа очень Это вот с нашими ребятами. расширенная была. Да, но это еще не все ребята, потому что там некоторые разделились из-за того, что мы ездили на разных машинах. Некоторые ребята уезжали, например, в другие локации. Ну, как бы такой свободный график, грубо говоря, был. Если вы хотите с нами куда-то поехать, то езжайте. Если не хотите, то можете остаться. Ну, это было принципе. просто как собрали друзей, Да, грубо говоря, знакомых и поехали туда, куда нас тянуло. Типа. Это не был полноценный тур, где все рассчитано поминутно, по часам, по дням. Мы более так свободно передвигались, куда хотим. Вот. С Байкала приехали, все хорошо, но в целом были все довольны. Благодаря им у нас пошло сарафанное радио, стали распространяться, фоточки вот эти вот наши профессиональные пошли, все начали вот выставлять в Инстаграм. И, кстати, еще одной отличительной фишкой в том, что у нас был именно фототур. То есть мы смотрели, изначально мы по рынку смотрели как бы коллег, как они работают, авторские туры и так далее. К тому времени там особо не было ребят, вот именно которые ездят и фотографируют своих туристов, снимают видео и так далее. Просто набирают группу и уезжают, все. А туристы уже сами все фоткаются на телефон, там, на свои камеры. А мы именно вот решили сделать, да, фишку, что на профессиональные камеры, нормальные кадры, короче, чтобы человек помимо своих фоток на телефоне получил еще и качественные фотокартины. Ну вот не у всех, скажем так, телефон с хорошей камерой, Да, у кого-то там не очень, скажем так. Кто-то не умеет фотографироваться, да. Например, да, вот такого. Ну и это вот, считай, и вот благодаря тому, что у нас именно фототуры, с нами начало ездить больше девушек. И у нас с парнями чуть-чуть проблемы начались. Но, в принципе, иногда просто попадается так, что там из 20 человек, допустим, только 2-3 мальчика, иногда 50 на 50 попадается. Но большинство аудитории именно много девушек у нас. Примерно только из-за того, что именно фототуры у нас. Но девушки все попадаются, в принципе, крепкие. У нас не такие туры прям, типа, где ты развалился, и тебе все приносят, ну, там, не подносят, да. У нас отдых. именно активный отдых. Надо куда-то постоянно ездить, куда-то ходить. На месте мы особо не сидим, но все равно выделяем один день, чтобы человек просто отдохнул, сходил сам куда-то прогулялся. Это надо обязательно делать. Потому что иначе, когда, например, 2 дня подряд вы по экскурсиям бегаете, человек просто выматывается уже. Он хочет отдохнуть хотя бы один день, там, полдня, ничего не делать. Да, просто выйти рано утром, попить кофе там у домика, просто расслабиться. А некоторые ребята делают слишком насыщенную программу, и люди не успевают, вот, как сказать, насладиться моментом. Они все в торопях, и это не очень такие прикольно как-то. Отдохнуть не успеваешь. Вот. После Байкала приехали мы где-то 1 марта вроде. Выехали 15 февраля. Народ, кстати, мы собрали очень быстро. Да. Мы запустили рекламу в конце января, и к 15 февраля мы уже выехали 15 человек на 4 машинах. Вот. И самое главное, что решает очень много реклама как раз-таки. Мы сделали очень динамичный ролик. Не просто там вот так вот фотографии стоят, допустим, да, и там едем на Байкал, да, допустим, а мы сделали именно на сторис короткий ролик, и там все вот так вот прям летит, и человек просто запоминает слово Байкал, грубо говоря.
И ему еще раз хочется посмотреть этот сторис и почитать полностью текст. Там потому что текст прям выпрыгивает, из-за этого человек больше заинтересован узнать. Мгм. А можем показать этот ролик? Ролик сейчас так. Хотите, покажем, да? Сейчас. Да, покажите. Но это первый ролик, там получается мы еще несколько таких делали. Сейчас так. Мы идем. А вот видео. Вот реклама. Первое самое. А, нет, это не первое. Это не первое, не первое. Сейчас, подождите. Первая была вроде бы... Вот она. А, да? А, нет, это не первый. Но вот подобную рекламу, получается, делали. И Ну, вот рекламу сделали чисто из Мгм. наших фотографий и видео, которые Леша снимал. вот она самая первая. Получается. Вот мы, получается, вот подобные рекламы делали, чтобы людей как-то зацепить. И, ну, эта реклама очень хорошо сработала, Да. очень много людей заинтересовались. Вообще куча, вообще несколько сотен человек написало, и вот безумцы, которые с нами согласились, 15 человек. У нас, в И общем, было. да, и мы очень людей быстро собрали, где-то примерно за 2,5, то ли за За 3 3 недели, недели. где-то так, ага, собрали людей. Хотя при этом, грубо говоря, о нас никто не знал, мы в первый раз появились, вообще кто Опыта такие, типа, нет. да, опыта нет, но благодаря вот хорошей рекламе, из-за того, что мы в прошлый раз ездили, у нас какой-никакой контент был, народ подтянулся. Мгм. Так, дальше у нас после Байкала у нас был тур на Еланку, Виленские столбы. Вот как видите. Мы хотели, И, получается, уже дальше начать ну, чтобы не сидеть работать. на одном Да, месте, ага. типа не только на Байкале остановиться, но дальше хотели. Вот у нас прошел первый тур на Еланку, Виленские столбы, но, к сожалению, как мы знаем, локдаун. Нас встретил коварный коронавирус, который просто смел все наши планы. Но, к счастью, где-то к лету уже у нас более или менее свободно все стало. Да. Благодаря этому мы были очень рады и начали делать сплавы по реке Лена. Мгм. Именно, ну, как Да, фотосплавы, тоже получается. фотосплавы, Ага. таких у нас на рынке такого совсем не наблюдалось. Делали просто обычные сплавы, а мы решили сделать тоже фотосплавы. Мгм. Тоже у нас вот очень много девочек было. Первый раз мы поехали с нашими друзьями, уже только со знакомыми, чтобы обследовать обстановку всю, маршрут. И потом уже предыдущие сплавы мы уже набирали людей тоже Да. о рекламе уже, но у нас спрос был довольно-таки большой, ага, но мы сплавы делали только по лени, это получается С мы, посещением Такуламена, да. да, ага. Но мы плыли там на веслах, это было очень тяжело, но все остались в восторге, по крайней мере. Зато благодаря вот такой поездки, вот именно вот на веслах, да, то, что люди успевают друг с другом поговорить в тишине там, да, а когда люди на моторках, они особо не общаются с друг другом, потому что тут Гул надо, мотора, да, орать надо и так ветрено. далее, все вот, все быстро там с точки до точки, а тут, когда вы приезжаете в какую-то определенную локацию, это для вас такая маленькая победа, типа, типа мы приплыли, мы это сделали там. А вот, ну, почему мы называемся Soul Trip, да? С Мгм. перевода с английского Soul — это душа, Trip — это трип, душевные трипы. Мы именно топим за то, Приключения, чтобы да. у нас вот эти вот наши трипы были именно с душой, такие лайтовые, Ну, именно вот, а не просто на автомате. да, стараемся вот именно, чтобы
ребята вот прям такие душевные попались. Для этого мы там атмосферу, грубо говоря, там такую делаем, как бы там под гитарку поиграть, там всякое за Повеселиться, костром, да, отдохнуть от поговорить, ага, вот это городской вот, суеты. ага. Именно вот телефоны не трогаем там, потому что на сплавах, да, смысла от телефона особо не было такого, потому что связи не связи было, нет. да. Чисто, Это такой некий детокс. да. Вот. Ну, это мы с сплавами занимались до конца июля. И потом в конце августа мы поехали, тоже сделали набор людей. Мы уже набрали 20 человек. 20 человек мы поехали на летний Байкал. И уже, получается, мы уже как бы все официально уже сделали. Мы уже наняли специально профессиональных таксистов, машину, получается, уже там с турбазами договаривались уже. Ну, вот такие вот уже моменты организационно уже на более серьезный уровень уже подняли. И уже мы начали арендовать домики там не через Booking, договариваться там напрямую и так далее, там подписание, вот это вот все вот. И Ну, уже тур был с определенной программой. да, уже точно получается. Не разброс туда-сюда. Мы ехали на одной машине, вот такой, ну, как автобус, где помещается 20 человек. И именно было... мы рассчитывали именно на комфортабельную машину, потому что ехать 2-2,5 дня, и для человека, который вообще не ездил там дальше Якутска куда-то, это очень сложно. И поэтому людей надо обязательно предупреждать, именно что эта поездка сложная. Некоторые думают, что в принципе я могу вытерпеть, да, типа, ну ничего страшного, но Два потом... дня ехать в одной машине, в положении сидя, никак не откинешься, потому что сзади тебя тоже человек сидит, не можешь лечь нормально. 2,5 дня ехать просто на одной машине сидя. Представьте, вот останавливаться чисто в туалеты и в кафешке. Ну, люди, по крайней мере, один раз только у нас вот было, это вот на летнем Байкал, там пару человек, ну, они улетели, они вот не выдержали этой дороги, но после этого... И с Улан-Удэ полетели на самолете. Ага. Но после этого у нас таких моментов не было, в принципе. Это, как сказать... Ну, стали серьезнее морально подготавливать людей, не что просто это будет говорить, сложно. что да, типа, это не каждый выдержит, у нас 3. Но именно благодаря вот машине, вот что мы едем 2-2,5 дня, останемся там в кафешках и так далее, люди все ближе и ближе знакомятся, и когда мы приезжаем уже на турбазу, уже сформировались вот такие компании, да, грубо говоря, и уже кто-то хочет заселиться там с этим человеком, с тем человеком, и уже как бы люди друг друга уже знают. А если бы мы бы летали на самолете, в принципе, по комфорту, да, это намного лучше, времени тратишь меньше, но когда люди бы приезжали на турбазу, они бы особо друг друга не знали. Ну, как бы у нас все равно мы, когда, получается, клиентов принимаем у себя, мы с ними знакомимся, там, общаемся, все объясняем, рассказываем, но после этого у нас еще общая встреча, чтобы все, получается, участники этого трипа познакомились друг с другом, увидели, да, с кем они поедут. И вот. У нас очень много людей-одиночек, которые в одного просто покупают у нас тур и едут с нами. То есть без подружек, без сестер, без братьев, просто в одного берут и едут с нами. Да, и уже... очень важно вот это вот именно знать, ага, кто поедет. Веселые ребята, не веселые, скучные там и так далее. Но у нас, по крайней мере, чу-чу-чу, именно все попадаются такие, все движовые ребята и, так сказать... легкие на подъем, активные. Да, ага. И они знают то, что, так сказать, в машине будет там тяжко и так далее. Там у нас многие ребята именно в первый раз ездили.
Но ничего, все Всё нормально. хорошо было. Обратно все Да. приехали. Внутри машины тоже бывает весело. Играем в Да. всякие игры, Ага. общаемся, сплетничаем. У нас в машине, получается, еще там телевизор есть, чтобы тоже Фильмы особо смотрим, да. не скучать. Ага. Но вот именно надо рассчитывать, если вы едете куда-то на долгую поездку, надо рассчитывать досуг, какой будут проводить, получается, туристы, чтобы они тупо молча не ехали и не скучали. Поэтому надо какие-то игры, там, фильмы включать, что-нибудь такое. Ну, Ну, еще сами развлекать. себя как развлекать. Некоторые книжки берут, Ну. читают. Была у нас девушка, которая по дороге вязала, Ну, своими вот делами занимается. Вот. Это у нас уже прошел летний Байкал. Но потом мы что-то заглохли. Это в середине сентября приехали с Байкала, и в этот год у нас практически ничего не было. Мы начали уже планировать уже 2 трипа на Байкал. В этом году мы сделали, это было в феврале и в марте. Но перед этим на нас вышли очень хорошие ребята, которые организуют туры в Аймекон, в Исперу, и решили сделать общую, коллаборацию, так скажем. мы решили друг другу помочь, поделиться опытом, получается. Да и мы сами, в принципе, хотели побывать в Аймеконе. И вот так вот совпали звезды, что мы оба познакомились через общую подругу и начали сотрудничать уже вместе. Да, это очень коллаборация, это очень хорошая вещь, особенно вот в нашей сфере, в сфере туризма, Да. когда ты можешь просто помочь своему коллеге, да, коллега называем, да, своего, не конкурент, а коллега. Мы не рассматриваем наших коллег как конкурентов, просто как коллеги, которые тоже возят людей, тоже занимаются туризмом, тоже увлечены путешествиями, да, получается. Вот. Угу. Далее, также с этими же друзьями у нас состоялся совместный тур, можно сказать, в Исмеру. Леша сделал им контент, фотографии, вот, туристов пофоткал, видео снял. Ну, было очень прикольно и весело. Вот мы, получается, и с ними делились опытом в плане там ведения Инстаграма, вот как народ, получается, Ну, общие темы завлекает, да, вот, разговоров да, были ага. именно по сфере туризма, как это все у нас происходит, как это у них происходит. Это у нас, получается, делимся опытом, нашими знаниями и прочее. И вот завершающая у нас фотографии с наших последних трипов на Байкал. Это мы вот ездили в феврале и в марте. Каждый раз собрали по 20 человек. Угу. Все отлично, все довольны, все хорошо было. И кажется, мы сейчас находимся в спячке. Да, у нас это отпуск, грубо говоря, до лета. Ага. А летом мы уже планируем новые какие-то Направления, трипы, да, и так далее. Вот новые места. И вот, грубо говоря, да, от того, что мы просто любили куда-то ездить и путешествовать, у нас появилось общее дело. Да. Просто от одной идеи у нас, грубо говоря, уже что-то большое уже начинает расти, да. И я думаю, что не надо бояться, что там, вот, например, если туризмом заниматься. Именно конкуренция, грубо говоря, она подстегивает очень хорошо. Вот. Наше увлечение, то, от чего нам горят глаза, мы сделали нашим делом и зарабатываем на нем. Отдыхаем и зарабатываем. То есть это не работа в скучном где-то в офисе, где сидишь с утра до вечера. Например, мы категорически против такого ведения образа жизни. Вот. Ага. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы, ребята? Да, давайте задавайте вопросы, если есть у вас.
Нету. Ну, еще что еще рассказать? По какой части еще? По может, какой части? рассказать? Может, по организаторской части, может, какой-то в плане населения, там, транспорта. чего-то. А вообще в будущем какие у вас планы? Ну, в будущем вообще мы хотим, Ну, в этом относительно. ну, в этом году, да, мы Конечно же, у планируем. нас будет летний Байкал. Ну, это как один из основных у нас, получается, Байкал трипов, Да. а помимо этого мы там планируем Приморский край и Алтай еще взять. То как бы сильно не хочется, чтобы именно наша турфирма ассоциировалась только с Байкалом. Хочется как бы расширяться, и чтобы люди типа не говорили, солтрипдане же только на Байкал ездят, а мы хотим, чтобы они как бы, ну, чтобы у них такой ассоциации не было, как бы сказать. Ну вот, мы открылись всего лишь годик назад, Да. нам всего лишь годик и 2 месяца. За год нам кажется, что у нас всё довольно хорошо пока идет. И, конечно же, в будущем у нас более грандиозные масштабные планы. Но сейчас у нас появляются личные дела, личные проблемы, поэтому из-за этого тоже отталкиваясь, Да, делаем мы это наши- делаем по, как это сказать, по свободному времени. Например, у меня-то еще помимо этого там съемки и всякая вот свадьбы, работа, да, отдельная. мероприятия. И мы, если куда-то хотим поехать, мы заранее, грубо говоря, там за 4, за 3 месяца уже как бы начинаем планировать все. И я уже заранее на эти даты, например, не беру работу. Но это считай, Это грубо говоря, как турфирма у нас, хобби это да, наше. не Да. основная деятельность. Да. Ну, хотя 50 на 50, можно сказать. Но хотим да, Ездить, перейти, ездить чтобы это было хотим нашей почаще основной на деятельностью. регулярной основе, Чтобы чтобы круглогодично у нас были туры на каждый месяц. это уже стало основным доходом, получается. Но, например, если вы хотите попробовать что-то в организации, можно будет куда-то, например, съездить, собрать друзей, и изучить эту локацию, эту местность, да, сделать для себя Плюсы, какие-то минусы, какие подводные заметки. камни Да. там есть. Ой, подводные камни это вообще. Вот, получается, сделать для себя какие-то заметки, составить определенный маршрут и уже отталкиваясь от первого опыта, например, с друзьями, можете там уже собрать уже не друзей, а, допустим, там знакомых, друзей, там каких-то просто попутчиков и попробовать себя тоже именно в организаторской деятельности. И потом постепенно уже набираться опыта и уже запускать как бы полноценный тур. В принципе, но одному справиться очень тяжело, если вы ездите большими группами особенно. Удобно, намного проще, когда как минимум 2 человека работают. А обычно именно вот такие авторские туры, они там команда от 2 до 4 человек. Но мы пока работаем вдвоем, но в дальнейшем планируем именно расширяться, чтобы мы не были привязаны, грубо говоря, к месту, а мы, например, были бы где-то в другом городе, и у нас бы стартовал бы тур, например, с Якутска, и чтобы мы смогли отправить своих ребят, получается, чтобы они за нас, грубо говоря, съездили, чтобы они полностью все организационные моменты на себя взяли. Как, да, уже автоматизироваться. Ну да, это не в ближайших, но есть такие планы, чтобы именно все поставить на поток уже. Еще вот в чате задают вопросы. А где чат? Там внизу, по-моему, есть. Должно быть. Где чат-то был, где чат? Внизу. Где-то вот, где-то здесь был. Вообще не шарю в этом.
Так, где он тут? Мгм. Ой, что это? Вот, у кого-то что-то... Так, Нашли, да, вопрос? где чат-то? Главное, это что? Вот, я зашел в чат. Да тут нету вроде бы ничего. Ладно, я тогда сама задам вопрос. А, Американский центр спрашивает, у вас есть от этого доход? да. Да. Изначально-то мы, получается, работали в минус иногда, Да. но иногда в ноль работали. В ноль это очень хорошо, даже именно для начала. Мы собирали только расходы людей, у Мгм. людей получается, а уже начиная уже потом с летнего Байкала мы уже начали зарабатывать, потому что мы уже вышли на более серьезный уровень, и там уже большие деньги крутились. И от этого, ну, как бы уже от этого реально прибыль начали получать. Мгм. Но это, в принципе, скажу так, это дело, если ездить постоянно, это дело очень выгодное, но оно очень энергозатратное, именно и в физическом, и в моральном плане. Да. А так, в принципе, если любите путешествовать, и считаю, вы еще на этом и зарабатываете, я думаю, это вообще классно, по сути. Ты отдыхаешь, а не работаешь, еще при этом деньги получаешь. Мгм. Еще есть вопросы? Нет, походу. Может быть, дадите совет какой-нибудь вот детям, Ладно. может быть, верующие, скажем так. А? Что можно сказать? Ну, то, что путешествовать, наверное, почаще стараться хотя бы не именно там куда-то России, там на границу ездить, а хотя бы просто начать с Якутии, грубо говоря, там на Ленинские столбы съездить и так далее. Побольше увидеть нам Булус, вот Булус, эти в вот принципе, да. Икуланы, Сырлы. Начать именно с маленького, а не Да. сразу с масштабного. Вот когда Такого. ты находишься на природе, ты очень сильно расслабляешься, как сказать, набираешься сил и прям отдыхаешь не только телом, но и душой. Ну, и иногда, грубо говоря, вот Ну, есть люди, которые ни разу этого не делали, никуда не ездили, не выездили. Вот впервые поехав, они осознают только вот это. да, таких людей Оказывается, очень это много. очень круто. Потом уже начинают путешествия как наркотики, как говорится. Да, грубо говоря. Уже заседает. Ага, а в ТикТоке снимаете, спрашивают? В Мы ТикТоке, очень хотим, мы вот только недавно начали изучать эту платформу, смотрим, как там вообще все происходит. Это очень сильно отличается от Инстаграма, оказывается. Вот мы сейчас реально именно на стадии изучения, обучения ТикТока. но Потом уже очень хотим залететь. ТикТок это сила очень-очень-очень Оказывается, очень мощная очень классная платформа. платформа, ага, на самом деле. И там Ну, можно да, в развиваться. первое время так скептически относились к ТикТоку, как все, многие, наверное. Но это Но, реальная вещь, ну оказывается. да, стоит. Будущее за ТикТоком, можно сказать. Инстаграм уже, наверное, я сам сейчас в Инстаграме особо ролики, например, не смотрю, я захожу в ТикТок уже. Как бы там и рекомендации лучше, и видео поинтереснее бывают. Очень много контента в ТикТоке. И И качественного, развлекательных, и да. познавательных. Мгм. Смотрите, ник Какой ник? ТикТока. Ой,
Да, А, у нас-то нас именно нету. нету такого, Просто получается, еще особо не аккаунта нету, выкладывали. ага. У нас только личные аккаунты, но там ничего нет, грубо говоря. Там пусто. Мгм. Ну, Просто смотрим, листаем да, ленту. только для себя сделано, получается. Но именно в дальнейшем планируем, ага, Будет уже сделать. обязательно будет. Мгм. Мгм. И вот, можете посмотреть. soul.trip.ekt. Мгм. Ну, все. Все, да, вопросов нет? Вроде бы все. Нету. Ага, хорошо. Так, спасибо, Алексей и Айталина, за то, что согласились, и за то, что провели такую интересную Пригласили. беседу. Так, вот сохраняем, да, эфир? Запись идет? Да, идет. А. Ага, хорошо. Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо большое. Пока. Пока.